Еще один былинный герой Илья Муромец. Очень много места в эпосе, в русском эпосе занимается именно образ этого героя. Отрывок из былины Илья Муромец читает Игнатьева Марина, студентка Хакасского политехнического колледжа. Пожалуйста. Поездки Ильи Муромца. Доездил там старый, по чисту полю, от молодости ездил до старости. Хорош был, старого добрый конь. Занятых перевозом мало страшно. Едет старый чистым полем, большой дорогой, латынскою. Наехал на дороге горючками, да на камешке подпись подписана. Старому да казаку, да Илье Муромцу. 3 пути пришло. А дороги широкие, а водорожнику-то ехать убиту быть, во другую ехать женатому быть, а в третью ехать богатому быть. Поехал в ту дорогу, где убиту быть. Наехал на дороге станицу разбойников. Разбойников стоит до 500, хотят они у старого коня отнять. Сидит старик на добром коне, головой качат, приговаривает: да вы, разбойники, братцы, станичники, вам убить старика, меня некого, да отнять и старого нечего. Да с собой у меня денег 7000, да тесьмина уздав целую 1000. Кованое мое седло 9000, своему я добру коню цены не знаю, да я цены не знаю, бурку, не ведаю. Меж ушей у коня скатен жемчуг, дорогое, самоцветное камень. Не для ради красы басы молодецкой, для ради темной ночки осенней, чтобы видеть, где ходит мой добрый конь. Говорят ему разбойники станичники: да ты старая собака, седатый пес, да и долго ты стал разговаривать. Скочил старик со добра коня, хватил он шапку с обуйной головы, да и начал он шапку помахивать. Да куда махнет, туда улица, да назад отмахнет переулочки. Разбил он станицу разбойников, разбойников разбил, подорожников. Садился старик на добра коня, да поехал он к алтарю камушек, да на камень подпись подписывал. Да старому казаку, да Илье Муромцу, на бою старику смерть не написана. Да и та была дорожка прочищена. Да поехал большой дорогой, наехал на дороге крепость богатырскую, да стоит тут церковь соборная, да соборная, богомольная, а то это обедня полуденная. Идет 12 прекрасных девиц, а посередке идет королевична. Говорила королевна таковы слова: ты удалый, народный, добрый молодец, пожалуй ко мне во высок терем, напою, накормлю хлебом с солью. Сходил старик со добра коня, да оставливал он добра коня не прикованно, да не привязанно. Пошел-то старик во высок терем, да мосты под старым качаются, переводинки перегибаются. Зашел-то старик во высок терем, садился за столы за белодубовым. Он ест-то, пьет, прохлаждается весь долг день. Выходил из-за стола из-за дубового, сам говорил таковы слова: ты, душечка, красная девушка, да где твои ложни теплые, да где тут кровати тесовые, где мягкие перина пуховые? Не на старость бы старику бы, а починуться. Да привела его в ложни теплые. Стоит старый в кровати, головой качат, приговаривает: да, я сколько по святой Руси не езживал, такого я чуда век не видывал. Да, видно, это кроватка подложная. Хватил он королевну за белые руки, дошибал ее к стенке кирпичной. Обернулась кроватка тесовая, увалилась королевна во глубок погреб. Выходил старик на улицу парадную, нашел двери глубокого погреба. Колодьями это были призавалены, да песками были призасыпаны. Он колодьями ногами распихивал, пески руками распорхивал, да нашел дверь глубокого погреба.